Всем привет, ребят! И Всем привет. такой, да, необычный формат, как небольшое интервью, но я думаю, оно будет очень интересным, ввиду того, что последнее время для Казахстана, России, Украины и так далее очень популярны выезды, ну, за границу. И близкая к нам менталитету в некотором, близко к религии страна Катар, одна из самых, не одна из самых, а самая богатая страна в мире, которая находится на первом месте по ВВП. Давайте сейчас мы вот наглядно спросим у человека, как ему там жилось, и выясним несколько таких, ну, тонкостей, которые вы не найдете типа в Гугле и так далее. Так, первое, ну, это Руслан, имя. Всем привет. Да, давай первый вопрос. Вот мне интересно, почему именно вдруг Катар? То есть у тебя не было выбора или что? Ну, если честно сказать, да, у меня, по сути, выбора не было. Да, получилось как бы по большей части спонтанно, на самом деле. То есть мне предложили работу, я подумал, что это хорошая возможность в первую очередь получить опыт, и во вторую очередь как бы сел язык потянуть. То есть у меня были цели не работать, а скорее язык потянуть. Вот. Так что, скорее всего, это было спонтанно и не целенаправленно в Катар. А какие вот самые главные были у тебя страхи перед тем, как ты туда уезжал? Потому что, ну, вот этот момент, вот ты уезжаешь вообще в совершенно другую страну, с другим менталитетом, где форма правления монархия, где вместо конституции шариат, ну, как бы, были ли страхи вообще? Чего ты боялся? Ну, или было вообще пофигу? Я боялся, что я не смогу пить, выпивать, потому что на самом деле я когда собирался ехать в Доху, я, конечно, собирал информацию, собирал ее в интернете, собирал ее непосредственно у тех людей, которые там были, непосредственно человек, который меня туда отправил, он, собственно, там работал до этого. Напугали, сразу скажу, на 150%. Вплоть до того, что если ты сидишь где-то в какой-то кафешке, если ты выпил, то ты должен всегда при себе иметь чек. И 600 дири или дили, вроде штраф за распитие алкоголя без лицензии. Что-то в этом роде. Да, я слышал. Большие. И на распитие алкоголя у человека должна быть лицензия. А чтобы получить эту лицензию, нужно иметь зарплату соответствующую. То есть первая лицензия, то есть это $1200 у вас где-то должна быть зарплата, чтобы вам дали как бы лицензию на покупку. То есть во всей Дохе есть только 2 специализированных магазина, которые продают легально, повторю, легально продают алкоголь. Потому что, так же, как и вы понимаете, нелегального алкоголя продают очень много. Так, вот, так что в основном... так таковых страхов не было, потому что я привык жить за границей, собственно. Для меня это не впервой. И вот. Но я думаю, что таковых прям супер страхов не было. Нет, не было. Смотри, Руслан, тоже вот такой момент, кем ты вообще туда поехал работать? Ну, чем ты занимался, насколько это было для тебя выгодно, сколько ты получал за это, какие деньги, то есть какие перспективы ждут молодого студента, если он едет в Доху, в Катар? Ну, на самом деле перспективы есть, причем даже очень хорошие. То есть я ехал туда на позицию бармена с перспективой в повышении до супервайзера, либо хед-бартендера, ну, то есть уже в менеджмент-тим. Плюс еще является, конечно же, язык. Это очень важный фактор, который ты либо подтягиваешь там, причем на хорошем уровне, а чтобы получить промоушен, то есть повышение, тебе нужно знать язык. Без языка никуда. Так что... Сколько ты получал? Я начинал с зарплаты $500. $500. Ну, фиксированный оклад, плюс чаем выходило где-то долларов 300-400. С леваком, все, вот полностью. Твоя ежемесячная. Ну вот, я говорю, сейчас пока чистыми выходило где-то $800, как просто как бармен. Если ты начинаешь уже делать левые, собственно, если ты уже как понимаешь, как что делать, то $1000 выходит. Спокойно. Как бы это без проблем, без да? Без проблем, да. То есть там есть смысл, но опять же, все зависит от целей человека, который туда едет. То есть если ты как бы полетел туда с целью заработать денег, ты можешь заработать деньги, даже зарплатой $800, как ни крути, потому что, по сути, тебе компания предоставляет все. Жилье. Она предоставляет тебе жилье, она предоставляет тебе восьмиразовое питание, она тебе предоставляет транспорт от работы до жилья, с жилья до работы. То есть, по сути, никаких у тебя затрат нету. Абсолютно. То есть, весь твой доход получается чистый. Ну да. Там уже зависит от тебя, будешь ли ты тратить на остальное. Да, то есть уже за это число. Поэтому я считаю, что зарплаты вполне компетентны, с учетом того, что ты можешь получить промоушен. А это вполне реально, так как это зарубежная компания, и они очень-очень к этому относятся серьезно.
Вот еще тоже такой момент. Встречал ли ты там именно граждан там, Казахстана, России, там, Белоруссии, ну, как бы своих, да, наших СНГшных ребят? Да, там достаточно много. С Казахстана были ребят, ну, так, чтобы не соврать, 30 человек точно было. Которых ты знал, да? Которых я лично знал, да. Были также Кыргызстан, ну, Украина сейчас это уже Европа, поэтому, ну, все, то есть с СНГ такая, уже, ну, большая часть европейцев, конечно, европейцы и африканцы, то есть Европа и Африка. Ну да, индейцев еще там много. Ну, индусов, да. Индусов. Слушай, очень тоже такой вопрос. Были ли у тебя мысли остаться там, ну и не возвращаться? Просто остаться жить там? Да. Был ли ты момент, когда ты себя почувствовал там уже, ну, как дома, скажем так? Да, на самом деле, то есть я шел на повышение, мне его обещали, я должен был уехать в отпуск, вернуться и уже как бы на повышение. А там уже совсем другая заработная плата, чтобы вы понимали, там уже идет оклад от $1000. То есть итого ты можешь уже $1500 зарабатывать в месяц. Ну, это на самом деле хорошие деньги, я считаю. Ну да. $1500 в человека, в одного, чистыми $1500, это отличные деньги. Вот. Да, с этой перспективы я думал, что я еще, ну я не планировал как бы там жить 10 лет, 20 лет, я планировал там еще год-два проработать и все. То есть как бы уже... Но мысли, что это твой дом, у тебя не было? Нет, да? Я думал, что ни одного человека нормального, современного не появится такой мысли. Вот еще тоже момент. Хотел тебя спросить, вот недавно был случай, то, что один швед случайно задел местного араба, и его посадили за это на 3 месяца в тюрьму. Расскажи мне, пожалуйста, про местных, как ты говорил, их называют local, от слова, Local, ну, в переводе с английского, да. как бы местные. Вот, расскажи мне про них, насколько это действительно правдиво, что тебя могут посадить, что они такие наглые, общение, как это взаимодействие. Потому что Катар, ребят, чтобы вы понимали, 20% местных живет в этой стране, остальное это все приезжие. То есть из населения в 2,5 миллиона человек на 2017 год, там всего лишь-то 20% живут, ну, как бы, это уже по рабочим визам разные приезжие. Так вот, расскажи, какое отношение между вот этими приезжими и местными? Нет ли какой-то заварушки? Может, они недовольны этим? Немного проясни ситуацию. Ну, вопрос достаточно такой широкоформатный, на самом деле. Да, то есть, как он уже сказал, все правильно сказал, что большая часть населения сейчас на данный момент там это все-таки приезжие. И благодаря вот этим приезжим людям, собственно, сейчас и Катар и начинает вот только-только развиваться. Отмечу, только-только развиваться. Потому что сейчас это, может быть, кто-то думает, как бы, что это что-то близкое к Дубаю. Нет, это не близко. То есть они только-только развиваются. Вот. На тему того, что как они относятся друг к другу, конечно, есть люди, арабы, локалы, да, как мы будем говорить сегодня, локалы, которые относятся к этому, как бы, они считают себя выше той или иной человеческой нации. Может быть, в какой-то мере они имеют даже на это право, потому что они ели кузнечиков, скажем так, много-много лет назад. Сейчас они самые богатые. Собирали. Да, и сейчас это самая богатая страна, то есть этот факт тоже, ну, как бы нельзя опускать. Вот. Есть, но не все такие, так скажем. Ну, давай скажем так. В каждой нации всегда найдется человек, который думает, что его нация всегда выше будет других. Ну, да, то есть не без этого, да. Чтобы вы понимали. Но у них это больше развито, чем, допустим, каких-либо других. Я бы не сказал, что прям это заметно, знаешь, я бы не сказал. Тебе вот так араб не будет подходить, тебе что-то говорить, там что-то, вот, да ты казах, да ты там русский, да ты украинец, да ты там молдаванин, румын, серб, не знаю, он тебе не подойдет, нет. Они могут, да, какую-то шутку в свой адрес выбросить и все. То есть большая часть из них, они веселые, большая часть, на самом деле. То есть вот это, а уже арабы более в возрасте, которые, у них совсем другое понимание. Совсем другое. Они прошли уже через они кошмары. Уже прошли через богатство, то есть им уже это нечем, то есть они уже не хотят этим, как скажем, выпендриваться, то есть им это не надо. Вот еще вопрос такой, скажи, чего не стоит делать приезжему в Катаре? И в целом в Саудовской Аравии, ребят, в Дубае, да, в принципе, там законы по шариату у всех схожи. Вот чего там делать не стоит ни в коем случае? Какие-то, может, обыденные вещи, которые у нас, типа, как семечки пощелкать? Это на самом деле такой сложный вопрос. Ну смотри, насчет одежды. Если ты девушка и приехала, можешь ли ты ходить в откровенных купальниках там? Или если ты мужчина? Еще я слышал то, что есть такой момент, вот я хочу от тебя это услышать конкретно, что когда праздник Рамадан, у них же тоже это отмечается и так далее, то, что
нельзя публично кушать, ну, чтобы не подвергать локалов местных желанию, потребностям. Да. Нельзя курить, ну, то есть Да. такие моменты. Все, Расскажи. что запрещено, да. Рамадан у них священный месяц. Ну Это да. считается один из священнейших месяцев для них. То есть в этот месяц, чтобы вы понимали, никто вообще, вся страна отдыхает месяц, вся страна. Ни одно заведение, ни один магазин, ничего не работает. Даже Никто не рестораны, работает. бары? Даже рестораны, бары не работают. Офигеть. Просто замороженный месяц. Мгм. Вот, в этот месяц им запрещено, по сути, делать все. Я как бы не знаю, что, ну, точно не помню, что прям запрещено конкретно в Рамадан делать, но, как ты уже подметил, и ты подметил правильно, нельзя провоцировать их. Ну да. Есть при них, курить, пить, одеваться, да. То есть, как бы, у них нет такой, знаете, у них нету такого, что прям запрещено, все, ты не можешь ходить в шортах, да, там. Если ты приезжий, ты можешь ходить в шортах, но ты не можешь, ну да, понятно, что ты не можешь по улице ходить в купальнике, это, безусловно, тебе нельзя. И есть, кстати, пляжи, вот такой момент тонкий, то есть, как бы, там Персидский залив, он очень популярный, очень крутой и очень полезный, на самом деле. Но не на всех пляжах разрешают купаться в купальниках. Мгм. И- Да, в некоторых нужно одевать шаржу, или как правильно называется, Да, ихняя местная, не помню, врать ну, не не буду. обязательно их место, Ну, что-то, что специальные тебя накрыть, купальники, да. Что-то, чтобы не видно было, ну, то есть, открытого декольте, чтобы не было ничего. Вот, все закрыто должно быть. Но есть также пляжи, имеются, на которых разрешено, собственно, на котором я большую часть времени проводил, там разрешено было в купальниках, там разрешено было парням в плавках. то есть- Арабы там были местные? Да, да, и местные также, и местным тоже разрешено там, точно М. так же. Ну, Есть еще такой момент среди местных, что они очень... страна маленькая, на самом деле, очень-очень маленькая. ну да, Доха, она в принципе они все расположена, друг- там даже дороги такие, Да, там и- перекрестков нет, ребят, чтобы вы понимали, да? Там таких глобальных... Нет, то есть арабы, по сути, большая часть их друг друга знает, потому что иной или другой араб, они всегда здороваются с друг другом, как ни крути, но они друг друга знают. И остерегайтесь, я прям подчеркну это слово, как бы ловушек. То есть арабы как арабы, но есть как бы люди как рыбаки, то есть они... Развлекуха. Да, то есть они развлекаются так, они могут, ты, допустим, ну как молодой парень, студент, да, арабы, они, по сути, по-своему красивый народ, то есть они Мгм. красивые люди, и, допустим, как молодой студент, ты захочешь по-любому познакомиться, да, с какой-нибудь девушкой, там, да, ну, к примеру, или девушка с парнем, да, ну, без разницы, то есть вы поняли, о чем я. В этом моменте вы должны быть аккуратны, потому что они специально так делают, то есть они располагают, они с вами познакомятся, они начнут с вами разговаривать, но может быть произойти так, что они вас просто подставят. Они То так, есть как? ты начинаешь с ними разговаривать, через 10 минут тебе подходит араб, говорит, что это его сестренка, там, жена, Ты с что ней угодно, общаешься. да. Типа какого... А у них за это спокойно А могут у них посадить. за это... Там очень суровое наказание, очень суровое. Поэтому будьте внимательны и старайтесь этого избегать. Вам, по сути, у вас не будет недостатка в этом, потому что, как уже мы сказали, 80% населения, они иностранцы. Ну да. И там есть, в принципе, выбор большой. Слушай, давай теперь назови 5 вещей, которые тебе понравились в этой стране, 5 вещей, которые тебе не понравились. Давай начнем с того, что мне Понравилось. Понравилось, Давай, да. 5 вещей, вот, которые приходят в голову. пляж. Просто потому что это Персидский залив, как бы купаться в заливе всегда круто. Мне очень нравятся распродажи, то есть у них действительные распродажи, то есть у них, и причем распродажи на такие бренды, как Nike, Louis Vuitton, Prada, то есть на дорогие бренды Мгм. и оригинал, то есть это, ну то есть качество, распродажи, очень нравится. Третье, мне нравится спокойствие, знаешь? М. Ты в этой стране ходишь, и ты ни о чем не паришься. Преступность, да. Да, Кстати, преступность. Вот. Катар и сам город Доха, как столица, так и в принципе единственный большой город, является самым менее преступным из всей Саудовской Аравии, Да. из всех Эмиратов. Да, да. Самый менее преступный. Четвертое. Люди разговаривают там на английском. Даже арабы разговаривают на английском большую часть. То есть, потому что, как мы уже говорили, 80%, то есть язык. То есть мне понравилось, что я там постоянно разговаривал на английском языке, так как мне в моей стране этого не хватает. Ну и последнее, что мне там еще могло понравиться. Девушки, арабки,
Красивые арабки. Да, на самом деле. Ну, это так, это, знаете, не такой плюс, скажем. Что тебе не понравилось? 5 вещей. Я не договорил про пятое, ну, в общем, Ну, я думал, это арабки. денежки, ну, денежки. ну, как без деньги, этого? да. То есть пятая часть — это деньги. Это лучше, чем я мог бы зарабатывать в своей стране, так скажем. Что мне не понравилось? Мне не нравится климат. То есть это лично сугубо мое мнение. Ну, как бы, может, кому-то нравится плюс 50, кому-то не нравится. Вот, допустим, мне не нравится. Но я попал в удивительно удачный период времени. Я попал туда в ноябре и улетел, собственно, оттуда в апреле. То есть, как бы я, ну, там, плюс 50 я не почувствовал. Ну, вообще, как бы, плюс 50, имейте в виду. То есть, климат. Мне не понравилось, что у них немного слабая ДПС. То есть, за дорогой они слабо следят. То есть, большая часть людей за рулем могут быть пьяны. Вот это мне тоже не Ну, понравилось. я знаю, что у них сажают за это, и причем на Сажают. 2 года. Да, но... Либо штраф Да, приличный. но ДПС, я за полгода увидел 2 машины ДПС. За полгода. А вот этот миф, то, что стоят гоночные тачки у них, у DPS-ников, Феррари всякие. Не все видел, дела. честно. Я видел джипы какие-то, что-то типа Тундры, Toyota Тундры у них есть, да. Но чтобы полиция каталась на Ламборгини или на Астон Мартине, то нет, не видел. По крайней мере, я не видел. Вот. Третье, мне не нравится, что у них жизнь заканчивается в час ночи, максимум в 2 утра. У них все заведения поголовно работают до часу, до 2 утра. Ни больше, ни меньше, ни до последнего Всё-таки. гостя, ни для чего. То есть, а чтобы вы понимали, обычно ты заканчиваешь работу где-то к 12, к 11 вечера, ну, и как ты хочешь расслабиться, а ты приходишь, а тебе говорят, мы уже закрыты. Ну да. То есть вот это мне не нравится. Еще тот факт, подмечу, мне еще не нравится тот факт, что у них нету транспорта, именно автобусов, Их, да. маршруток, что-то в этом роде. Практически У них нету. даже нету автобусных, в принципе, остановок. Все затраты у вас на такси, только на такси. Да. Которые стоят $20-30, и на наши деньги 6-7 тысяч тенге, это, ну, приличные Не, деньги. 20-30 это... Смотря куда ты. Я, конечно, да, если за 20 и за $50 такси там, тут уже зависит от того, как и куда вы собираетесь. Но в среднем, давайте скажем, чтобы не сильно пугать народ, то $10, так скажем. Но всё равно, на блин. короткие дистанции $10 у вас такси будет выходить. На короткие дистанции. Вот. Четвертое. Четвертое. Ну, я так думаю, что я подметил все. Все. Давай вот последний вопрос. Наверное, сравни немножко, так быстро, вкратце, Казахстан и Катар. Ну, как бы, чем лучше здесь, чем лучше там. И дай совет людям, которые, ну, хотят туда поехать заработать, хотят туда просто переехать жить. Ну, давай. Казахстан. Казахстан versus Катар, да? Мгм. Катар. Деньги, заработок. То есть, если вы хотите действительно заработать каких-то денег, смело езжайте туда. Так как в моей стране у меня куча расходов, так скажем, побочных, из-за которых я не могу накопить деньги. В Казахстане, то есть в моей стране, природа намного лучше. Я человек природа, то есть для меня это как бы играет немаловажную роль. То есть там это пустыня. Вы не увидите ни зеленой травы, ну вы увидите зеленую траву, но она будет искусственная. Вы не увидите кучу деревьев зеленых, ну то есть природы никакой нет, это просто пустыня. В Казахстане шикарная природа, за что я люблю. То есть мне в этом плане тоже было тяжело. Что еще, как сравнить с чем? Климат, ну опять же климат, то есть в Казахстане климат мне больше нравится, ежели в Дохе. Советы. Езжайте, ребят, вы молодые все, кто молод, кого не... Вас, по сути, сейчас ничего не держит. И сейчас, как бы, по сути, вам дают возможность уехать куда-то за границу, поработать, просто ради того, чтобы узнать кого-то, познакомиться. То есть у меня сейчас друзья с Африки, у меня сейчас друзья с Америки, с Англии. То есть это, как бы, знаете, вот окружение тоже немаловажную роль играет. Вот, так что езжайте, не бойтесь ничего. То есть, главное, выбирайте правильную. То есть, внимательно читайте контракты, внимательно читайте условия, внимательно читайте. И обговаривайте вопросы до того, как вы улетите. Потому что были такие случаи, ребятам мы обещали, ну, нормальные, как бы, условия, скажем, а они приезжали они, ну, так скажем, не в хорошие условия. То есть, будьте бдительны, знаете, потому что
Есть люди, я много знаю людей, которые не читали так, ну, они просто пробегались по контракту, но особо в него не вникали. Ну да. А потом приезжают и начинают спорить. Вот, почему так, почему сяк, треть. Нет, читайте внимательно все условия контракта обязательно. Но, собственно, все, наверное. Вот, ребят, я, конечно, не Юрий Дудь, не претендую на должность какого-то экстра-супер интервьюера, но все-таки спасибо всем за просмотр. Так, все, я попрощался, всем пока-пока. И, ребят, обязательно подписывайтесь в Инстаграм на этого парнишку, будут какие-то вопросы по данной теме, вы захотите что-то написать, он обязательно вам ответит, главное, подпишитесь, вот прям обязательно. Это крутой чувак, вот. Все.